Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Добрый вечер. Хая Ликич. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, ежегодно по всему миру погибают и получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях более миллиона человек. И в память об этом каждое третье воскресенье ноября в мире отмечают День памяти жертв ДТП. Тема сегодняшней программы – трагедии на дорогах, причины и следствия. И с удовольствием представлю всех наших гостей, экспертов, с которыми мы сегодня обсудим все сложившиеся на сегодня проблемы. Айрат Равильевич Самигуллин, заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, полковник полиции. Добрый вечер. Добрый вечер. С нами сегодня Марина Мединовна Воронцова, руководитель Республиканского центра медицины катастроф, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Рада вас видеть. Добрый вечер. Валерия Александровна Степашкина, клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент Института психологии и образования КФУ. Рада вас видеть. Олег Юрьевич Шатов, директор Казанской школы высшего водительского мастерства. Добрый вечер. Здравствуйте. Юрий Валентинович Кулагин, председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества автомобилистов. Добрый вечер. И Елена Петровна Витюгова, исполнительный директор некоммерческого партнерства Федерации автошкол Республики Татарстан. Здравствуйте. Напоминаю всем нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты выразить свою точку зрения также могут и кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Начать предлагаю с результатов соцопроса. В начале недели у интернет-аудитории ТНВ в группе ВКонтакте мы спросили, что нужно сделать для уменьшения аварий на дорогах. Результаты немножко нас удивили, удивят вас или не знаю, вот сейчас это и обсудим. Увеличить штрафы. Так ответили 9% проголосовавших. Нужно отремонтировать дороги. Так высказались большинство, 60% проголосовавших. И 32% респондентов предложили не выдавать права до достижения человеком 21 года. Зрителям мы задаем такой же вопрос. Результаты интерактивного голосования уже будет подведен в конце программы. А вот мне хотелось, чтобы сейчас эксперты оценили, как проголосовала интернет-аудитория. Понятно, что узкая выборка, но вместе с тем, мне кажется, показательно. Что, Олег Юрьевич, что вас смутило? Смутило то, что 60% проголосовало за то, чтобы отремонтировать дороги. Уж кому-кому, но нам в Татарстане, по-моему, грешно жаловаться на дороги. А вот организовать как-то дорожное движение, грешно жаловаться совсем. Это, конечно, неплохо было бы. А вообще есть такая система, да, водитель, автомобиль, дорога, среда. Вот по этой системе получается, в общем-то, 90 или 85% вины в авариях это все-таки водитель. Вот, а дороги, среда и погодные условия это уже немножечко вторично. Косвенные, вторичные. Хорошо, Айрат Равильевич. Я с Олегом Юрьевичем очень согласен, так бы сказал бы, да, что, безусловно, во всех дорожно-транспортных происшествиях имеется человеческий фактор, да, но немаловажное значение, безусловно, имеют те инженерные меры, которые предпринимаются при обустройстве дорог. Да, они способствуют безопасному управлению транспортным средством. Но все-таки самым основным критерием совершения всех дорожно-транспортных происшествий это, безусловно, человеческий фактор. С чем мы, собственно говоря, и работаем, да, при повышении культуры вождения водителями транспортных средств. Это немаловажно. Елена Петровна, а как оценили? 32% проголосовавших считают, что права-то нужно выдавать с 21 года? До 21 года. Соглашусь частично. То есть, вот мое мнение, что по категории А действительно нужно увеличивать до 21 года. Категория А1 и М, возможно, тоже нужно все-таки увеличить, может быть, вот с 18 лет, потому что уж достаточно мототранспортные средства несут большую опасность, и водитель там минимально, скажем так, защищен, если взять по сравнению с автомобилем. Еще один момент хочу отметить, что вот на сегодняшний день, допустим, обучать можно начинать на категорию Б с 16 лет, экзамен сдается с 17, водительское удостоверение получают 18. Мы автошколам рекомендуем, чтобы все-таки они начинали обучать где-то за полгода до наступления 18 лет. Скажу почему. Потому что отучится, сдаст и уже может управлять. Когда родители иногда сами настаивают, чтобы у них ребенок пошел учиться в 16 лет, чтобы в 17 сдал экзамен. То есть мы берем, что он в 17 сдаст экзамен, но за год он потеряет навыки. И много что забудет. И потом в 16 лет, я считаю, что все-таки есть сформировавшиеся, конечно, личности, нельзя всех объединять и сравнивать, но в массе своей все-таки еще дети не осознают всей той опасности и
не воспринимают, наверное, материал, который им дают в полной мере. Но это пока в формате рекомендации, я так понимаю, да, чтобы обучение... конечно, да. То есть по закону, в 16 лет можно учить, в 17 сдают экзамен, в 18 получают водительское удостоверение. Интересно, вот как психолог посмотрит на эту позицию в этом вопросе? В вопросе там два момента, которые имеют психологическую природу. Это увеличение штрафов, который все-таки действительно влияет на человека, даже вне зависимости от его там, психологического статуса, особенностей, это действительно многих останавливает. То есть практика показывает, что люди, которые ограничены определенными штрафами и так далее, они все-таки меньше совершают каких-то необдуманных поступков. Это то, что касается 9%. То, что касается 21 года, я соглашусь, что все-таки нужно увеличивать возраст. Связано это с тем, что нейропсихологический контроль и регуляция головного мозга у человека созревает, в общем-то, к 21 году. Вот когда мы говорим о 16-летнем ребенке, он все-таки еще ребенок, несмотря на то, что подросток, там еще есть изменения, и созревание еще, функций, и дело в том, что гормонально даже импульсивность поведения, она может очень плохо повлиять на то, как подросток старший будет водить машину. Поэтому все-таки состоявшаяся как-то скристаллизованная личность и, собственно говоря, контроль, регуляция головного мозга, который позволяет все-таки нам следить за тем, как водить и как себя вести на дорогах. Это касается не только водителя, это касается и пешеходов в том числе. То есть тоже всех важный участников момент. Дорожного Всех движения. участников, да. Хорошо, Марина Медведевна, как бы вы прокомментировали результат запроса? Со стороны... Я с психологом абсолютно согласна, что к 21 году, наверное, человек более осознанный, более отдает себе отчет в тех действиях, и становится более аккуратным, самое главное. Наверное, это на дороге очень важно. Юрий Валентинович, подытожьте. Да, я, скорее всего, остановлюсь на двух последних опросах, пунктах, так скажем. С первым я не согласен. Увеличение штрафов, я имею в виду. Но я от лица автомобилистов... Понятно, понятно. И проголосовавшее количество людей минимальное за повышение штрафов. Я считаю, все-таки самое главное на дороге, это, конечно, воспитание. То есть культура поведения. Это первое. Второе, это действительно безопасные дороги. То есть не должно быть пешеходных переходов, пересекающихся с дорожной частью автомобиля, где едет. Это очень важно. Должны быть инженерные сооружения, которые разделяют полосы встречного движения. Вот это тоже очень важно. Потому что, я считаю, все основные ДТП с тяжкими последствиями происходят, когда выезжают на полосу встречного движения. Но это сейчас, наверное, все это и озвучим. Насчет того, что со скольки, давайте этот вопрос чуть попозже, наверное, мы все-таки его обсудим, потому что я еще являюсь директором детской и юношеской автомобильной школы. У меня есть тоже определенное мнение, то есть мы уже работаем почти 20 лет, в школе исполнилось, занимаемся детишками как раз 16 лет. Вы считаете, что культуру вождения прививать нужно как можно раньше? Я так понимаю. Конечно. Чем мы раньше начнем работать с детьми в этом направлении, тем из них потом вырастут более грамотные водители, автомобилисты. Я понимаю, что в семье может воспитываться по-другому, но мы должны их воспитать именно чем раньше мы начнем это воспитание. ЮИТ это делает, кстати, очень прекрасно. Потом идет детская и юношеская автомобильная школа. У нас просто в республике уже выстроена эта система. Хорошо, смотрите, поддерживаю, тут все мужчины поддержали мужчину, в том плане, что это культура вождения, все согласны, из психологов все согласились. Так, давайте примерно поймем сейчас масштаб проблемы. Начнем со статистики. По крайней мере, такая итоговая годовая ДТП на дорогах России в 2021 году погибли 14 874 человека. В принципе, на 8% меньше, чем годом ранее, но понятно, что цифры в любом случае... трагически. Что на дорогах Татарстана, насколько я понимаю, Айрат Равильевич, у нас есть данные по итогам 10 месяцев этого года. Да, безусловно. ДТП меньше, смертность выше, я правильно понимаю? Абсолютно верно. По итогам 10 месяцев на дорогах республики в результате 2760 дорожно-транспортных происшествий погибло, к сожалению, 251 человек, в результате которых также получили ранения более 3000 граждан. К
К сожалению, значит, масштабы трагедии таковы, что на сегодняшний день, значит, продолжается дорожно-транспортное происшествие. В течение 10 месяцев этого года наблюдалась тенденция роста погибших в республике. К счастью, значит, за последние, в ноябре месяце, в частности, да, нам удалось переломить эту тенденцию. И на сегодняшний день мы наблюдаем снижение всех 3 позиций. То есть это количество учетных дорожно-транспортных происшествий, снижение количества учетных дорожно-транспортных происшествий, снижение количества как погибших, так и пострадавших дорожно-транспортных происшествий. При этом вы все понимаете, что насколько этот масштаб трагедии, да, если мы говорим про Республику Татарстан, где 256 человек мы потеряли, да, то если говорить на уровне уже федеральном, да, то это более 11 тысяч граждан мы потеряли за эти 10 месяцев на дорогах нашей страны. То есть, когда мы здесь обсуждаем такие вопросы безопасности дорожного движения, они должны быть во главе угла. Безусловно, и федеральный центр на сегодняшний день этим озабочен путем введения, значит, федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», целью которого, да, является приведение к нулевой смертности на дорогах по всей стране. Когда мы должны условно по этому проекту достичь нулевой смертности? На сегодняшний день у нас проект действует уже с 2013 года, и к 2015 году мы должны прийти к нулевой смертности. В 2025, наверное. В 2025, прошу прощения, году. да. То есть, по идее, через 3 года мы понимаем, что это нереально. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом продолжим, почему нереально. Итак, мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Вот сейчас Айрат Равильевич сказал, 256 погибших в этом году, и вот фиксировалось до ноября снижение количества ДТП, но количество погибших как раз шло к увеличению. С чем это связано? Что происходит? Это высокие скорости? Что это? Это массовые ДТП? С чем связано количество погибших увеличений? Ну, это, безусловно, совокупность факторов, да, потому что у нас не один вид ДТП, они разные. Все зависит в том числе и от погодных условий. Да. У нас всплеск аварийности, допустим, начался в январе текущего года, когда мы потеряли 28 значит, граждан. Вот. И все, значит, дорожно-транспортные происшествия произошли по разным причинам. Да. Это у нас, как правило, 3 основных вида дорожно-транспортных происшествий. Это столкновение, наезд на пешеходов, либо съезд с проезжей части, да, в результате опрокидывания в том числе. Вот. И, к сожалению, дорожно-транспортные происшествия не зависят только от одного фактора. Да. Здесь и человеческий фактор, и недостаток содержания дорожно-уличной сети, а также и недостатки инженерных мер в том числе. Как считаете, как медик в этой ситуации, с чем связано увеличение количества погибших? С увеличением тяжести травм. Вот Айрат Равильевич как раз сказал об этом, что действительно основные причины – это столкновение, наезд на пешехода и съезд в кювет. Это действительно самые травмоопасные виды ДТП, при которых происходит повреждение многих органов. В основном это черепно-мозговые травмы, повреждение опорно-двигательного аппарата. И порой они и становятся несовместимы с жизнью, и человек погибает на месте. Практически 73% погибших, они погибли на месте ДТП. Олег Юрьевич, как вы считаете, с чем может быть связано, что еще, почему? Ну, вот у нас получается, что дороги лучше становятся с каждым годом, особенно у нас в Татарстане совсем хорошо. То есть можно ехать спокойно, разогнаться. Автомобили тоже вроде как все лучше и лучше, безопаснее и безопаснее. Аварий почему-то меньше не становится. Почему? Проблема в чем? Проблема в водителе. То есть водитель тот же самый. Более того, я бы даже сказал, водитель деградирует. То есть водителю не надо вглядываться в дорогу, потому что он знает, что дорога здесь всегда хорошая. Водитель едет, у него оснащенный всеми электронными системами автомобиль, он думает, что он полностью защищен. Но на самом деле, к сожалению, водитель деградирует в таких автомобилях. То есть хорошие дороги – это скорее проблема. Да, а помните, был такой слух какой-то, анекдот, партия пористых дорог. То есть пористые дороги, где яма на ямой, там нет проблем. Там нет высоких скоростей, соответственно, нет жертв. То есть все едут медленно, аккуратненько, объезжая каждую ямку.
То есть в целом на вот эту статистику влияет в том числе хорошие дороги в Татарстане. Ну, в какой-то То есть, степени, да. точнее, не хорошие дороги, да, а поведение человека при комфортных условиях водителю влияет вождения, вообще, да? честно говоря. Это состояние водителя. Водитель, как я уже сказал, деградирует. Он считает, что учиться не надо. Да. Учиться водить автомобиль. Зачем это нужно? Вот. Он невнимательный, он позволяет себе разговаривать по телефону за рулем, еще на что-то отвлекаться. То Вот, есть собственно, водитель проблема. сегодня выполняет техническую функцию вождения транспортного средства, отключая человеческие функции. Да. Я правильно понимаю? Да. Я Валерий хотела бы Александрович, подтвердить это парадоксально, но, например, чем более комфортно оснащен автомобиль, тем быстрее человек теряет концентрацию внимания. Может быть, вы даже сталкивались с тем, что, например, человек, если едет по трассе, да, и у него очень комфортно, тихо в машине, все работает, все кнопочки нажал, и вот ты просто едешь, у тебя круиз-контроль и так далее, и в какой-то момент водитель просто может заснуть. То есть если дорога, да, длинная, и, соответственно, все-таки вот этот фактор того, что ты не фокусируешь внимание на том, что происходит вокруг, телефоны, встроенные даже в автомобиль. То есть вот ты на динамик переключил и можешь разговаривать. Что ты там делаешь? В обычной даже ситуации сталкиваюсь я, например, постоянно с тем, что есть поток, скорость. Ну, то есть мне не дадут соврать, что когда есть определенная поточная скорость, то, например, снижается вероятность аварии. Человек начинает медленнее ехать, да, скорость начинает становиться значительно, ну, как бы тормозящая, и, соответственно, человек, пока разговаривает по телефону, он начинает просто замедляться, и совсем уходит в разговоры и так далее. Это вот удобные, комфортные условия. Это не значит, конечно, что мы должны пересаживаться там на корыто и по ломать дороги. И ломать дороги. Здесь как раз о культуре вождения, вот, о которой как раз... Я согласна, что человек должен понимать и быть очень, ну, как бы осторожным в отношении того, что это все-таки машина, которой нужно управлять, и она сама за тебя ничего не сделает. Юрий Валентинович, а вы согласны с Олегом Юрьевичем, что водитель деградировал? И какие признаки деградирующего водителя, вот, на ваш... И почему деградирует сейчас? Либо давно это... Немножко еще один момент, как бы учту, надо учесть, и я так считаю, почему увеличилось количество жертв. Но давайте вспомним, вот если кто занимается учебной деятельностью, помните, как вот рассказывали, приходят родители, а мы сдавали права, я там села, приехала вперед, назад, все, мне права отдали, я это сдала. Но тогда было меньше автомобилей на дорогах. Сейчас автомобилей становится больше, конечно, и дорог становится больше хороших. Но я считаю, что количество хороших дорог не успевает за количеством автомобилей на этих дорогах. Это первое. То есть, да, мы успели поменять как бы программу по обучению. Но я считаю, тоже недостаточно мы ее привели к тому, сколько сейчас находится на дорогах автомобилей. То есть ее нужно менять, добавлять вождение однозначно, добавлять часы теоретические, в том числе. Давайте в цифры сразу, Юрий Валентинович. Насколько нужно увеличивать срок обучения? Какие часы мы увеличиваем? Я бы сделал срок обучения не меньше 6 месяцев. Сейчас? Сейчас 4 месяца, где-то в других регионах там и 2 месяца учат, и 3 месяца учат. То есть можно же за это время научить навыкам вождения автомобиля. Да нет. Это то есть 6 месяцев обучения? Я не меньше 6 месяцев. Не меньше, хорошо. То есть менять и программу, соответственно, включить туда ту же самую культуру поведения на дорогах, то есть сделать больше часов в этой программе. То есть, не, грубо говоря, извиняюсь за выражение, не тупо изучать знаки дорожного движения, а именно приглашать психолога и разговаривать с людьми, показывать будущим водителям вот эти страшные ДТП. То есть обязательно должно быть в программе, чтобы они это видели, и они знали, что... Потому что мы живем в этом социуме и должны уметь сосуществовать в нем, да? И еще маленький момент, я сейчас немножко отступлю, почему вот я считаю увеличилось количество серьезных ДТП. Все-таки у нас немножко в последние годы в стране изменения, и в основном весь народ, сейчас наши граждане отдыхают и здесь, в России. То есть увеличилось опять количество автомобилей на дорогах. По сравнению, допустим, 4 года назад, 3 года назад. Это тоже фактор, его тоже надо учитывать. То есть это тоже как бы, я очень много езжу по дорогам, и поэтому я знаю, что сейчас очень много увеличилось количество сейчас основной автомобилей. Транспорт передвижения и сообщения по России. Да. В И общем-то, следующее, я автомобиль. думаю, что случится через год, через два, с тем, что у нас сейчас сложно приобрести новый автомобиль,
автомобили стареют, их ремонтируют, и сейчас на дорогах все автомобили менее комфортные, так скажем. Их больше и больше становится на дорогах, соответственно, где-то там старенький автомобиль, потому что новое приобрести сейчас сложно, просто их нет. То есть мы тоже получим какой-то всплеск. Я считаю, да, что на следующий год это... Тоже интересный взгляд. Я хочу согласиться с коллегой по изменению часов обучения. И тоже бы хотелось уделить внимание увеличению количества часов по оказанию медицинской помощи. Сколько сейчас обучают? Первой помощи, правильно говорить, первой помощи, Елена которые Петровна, должны... сегодня на оказание... В предмете, да, там в программах подготовки водителей идет он не первая помощь, значит... Нет, первая помощь при ДТП, вот так и звучит, 16 часов, то есть 8 часов теории и 8 часов практики. Но, к сожалению, практически в большинстве школ все эти часы не вычитываются, хотя есть требования к автошколам, что у них должны быть и манекены, тренажеры для отработки навыков, значит, оказания первой помощи. Они в школах есть, но не все школы даже их используют. То есть вот это беда. И я, например, считаю, что подготовка должна такая осуществляться в специализированных центрах. И чтобы уже в автошколу, значит, ученики или желающие отучиться в автошколе приходили с соответствующим документом, потому что там им дадут правильно все и в полном объеме. Не думаю, что там будет вот такие отхождения. В целом, сколько часов, если перевести 4-5 месяцев в часы обучения? Вот сегодня у нас 190 часов. 190 часов, из них 18 часов оказания помощи. Первая помощь при ДТП, 56 часов вождения. То есть 56 часов вождения. Что это такое? 130 часов теории. Олег Юрьевич, сколько нужно часов вождения, чтобы мы получили, во-первых, водителя технически способного, да, имеющего хорошие навыки для вождения, плюс, вы что-то уж нет психолога вообще, да, я так понимаю, психологический курс внутри? В смысле? Есть. Есть? А сколько часов? Если не ошибаюсь, по-моему, 14. Там немного, но мысль не в этом, что должен психолог, допустим, ведь культуру поведения на дорогах можно преподавать и не психолог. Да. Понимаете? То есть важно ведь не психологическая подготовка, а чтобы он культурного, то есть показать ему, что может привести на дороге расхлябанность, допустим, или неуважение к своему, значит, коллеге, автомобилисту. То есть вот это надо показывать, чтобы они видели, что может быть, тяжкие могут быть повреждения и так далее. Олег Юрьевич, да, Равильевич согласен. Олег Юрьевич, водитель 20 лет назад, вот у нас просто сейчас завершается первая часть программы, водитель 20 лет назад и сегодняшний водитель, в чем разница? 20 лет назад было действительно меньше дорожного движения, и водители были, кстати, постарше 20 лет назад, и они уже были более созревшие, то есть вот в тему. По поводу часов не скажу. Все зависит от того, насколько грамотный преподаватель, насколько грамотный мастер производственного обучения. Один будет учить, а другой будет просто эти часы откатывать. Поэтому можно и за 56 часов можно прекрасно научить, если хороший педагог, а может и 100 часов не хватить, если бестолочь. В общем, как и любая средняя школа, опять, где есть... Проблема кадров, да. Да, и проблема кадров, и проблема учеников, и проблема их родителей в том числе. Мы сейчас прерываемся на новость Татарстана, продолжим уже после этой программы обсуждать тему ДТП на дорогах, как снизить смертность. Еще раз добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. В это воскресенье мы будем отмечать Всемирный день памяти жертв ДТП. Тема нашей сегодняшней программы «Трагедии на дорогах. Причины и следствия». Обо многом поговорили уже в первой части. Не задели, наверное, Айрат Равильевич, с вас начнем. Основные причины. То есть насколько меняется выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде. Что-то меняется с годами? Безусловно, значит, право сознания водителя у нас на сегодняшний день растет. Из года в год мы фиксируем снижение таких административных правонарушений, безусловно, да. Тому, значит, причиной ряд факторов. Это, безусловно, растущее правосознание водителя непосредственно, да. До этого о деградирующих говорили много.
Когда что, прошу прощения? Деградирующий говорит, много Олег Юрьевич говорил. Вы говорите, правосознание растет. Да, Олег Юрьевич, это его сугубо личное мнение, да, по мнению моему, как сотрудника госавтоинспекции, безусловно, правосознание водительского сообщества растет. Тому причиной также является одним из факторов о том, что граждане в инициативном порядке сейчас создают в различных мессенджерах группы, да, которые посвящены непосредственно нарушениям ПДД, где выкладывают и какие-то нарушения правил дорожного движения, особенно грубых правил дорожного движения. И в том числе госавтоинспекция непосредственно активно взаимодействует с такими группами, и мы привлекаем по средствам полученной информации к административной ответственности таких, прямо сказать, нерадивых водителей. Да. Помимо этого, водители непосредственно понимают всю степень виновности, да, при совершении каких-то либо административных правонарушений. Но, безусловно, самые трагические, наверное, дорожно-транспортные происшествия происходят при участии водителя в нетрезвом состоянии. То есть пить меньше не стали? Нет, на сегодняшний день, я договорю до конца. Да, давайте. На сегодняшний день, безусловно, усилиями госавтоинспекции мы удалось в разы сократить смертность на дорогах по данной причине. Если в прошлом году, мы фиксировали 56 погибших в дорожно-транспортной происшествии с участием водителей в нетрезвом состоянии, точнее сказать, по вине водителей в нетрезвом состоянии, да, то на сегодняшний день мы достигли цифры 25. То есть в 50% таких трагичных дорожно-транспортных происшествий удалось снизить. Безусловно, это достигается не только путем профилактики данного вида дорожно-транспортного происшествия, а также работы с населением. Для того, чтобы получить оперативно значимую информацию от населения в республике, в каждом районе республики мы создали анонимные телеграм-каналы, посредством которых мы в том числе получаем сообщения о передвижении или начало движения таких водителей в нетрезвом состоянии. Для того, чтобы было удобнее сообщать нам или обращаться с данными анонимными телеграм-каналами, мы на всех патрульных автомобилях разместили QR-коды, да, когда каждый водитель, каждый прохожий, пешеход может сосканировать этот QR-код и сразу попасть в соответствующее сообщает анонимно, да? Так точно, да. Вот мне кажется, когда сознание вырастет для того, чтобы сообщать об этом не анонимно, мы тоже можем говорить об определенных результатах. Сейчас я все-таки перейду к психологу, потому что я фиксирую сама для себя, вот, может быть, я ошибаюсь, но по марке автомобилей я определяю, какие водители представляют угрозу на дороге. Да? То есть, это долгие годы в криминальной программе работы с ДТП и так далее, у меня есть своя классификация, от кого держаться подальше. Вот с точки зрения психологии, от кого стоит подальше держаться? Давайте про марки говорить не будем сегодня, но, в принципе, психология вождения. Почему нарушают? Какие водители? Кто чаще всего способен идти на это нарушение? Ну вот в перерыве с коллегами... Диагнозы поставим? Да. В перерыве с коллегами как раз мы немножко затронули вопрос этот. Я считаю, что очень сильно страдает психологическая экспертиза. Ну, не экспертиза как таковая после, да, ДТП, а вот как раз определять вообще психологию, особенности человека, который садится или будет садиться за руль и будет получать права. То есть, в общем-то, у нас с этим не особо строго. Это касается разных сфер, не только, да, дорожно-транспортных каких-то взаимодействий, правил и так далее. То есть выдают права всем практически. То есть, там с 25-й попытки ты сдаешь, но ты сдаешь, тебе выдают и так далее. То есть никогда не смотрят на психологические особенности. Я говорю как раз о каких-то категориях, которым, в принципе, да, должно быть запрещено водить транспортное... Это как с лицензией на оружие. Да, условно, то же самое. Да. Это первый момент, все-таки это важный аспект. А второй момент, на который я бы хотела обратить внимание, это то, что, в общем-то, когда вы едете за рулем, вы можете отслеживать и смотреть, кто и как водит рядом с вами. То есть, на самом деле, водителя, который импульсивен или плохо контролирует себя и так далее, его видно.
Его видно, и видно, как он, например, перестраивается, или он не очень там владеет, да, способами вождения, вы это видите. Вопрос в том, что если вы сами за себя отвечаете и можете контролировать свое движение, вы все равно минимизируете возможную аварию, даже если с вами будет какой-то орангутанг, я не знаю, мчаться и пытаться вас сбить. То есть это важный момент. Относительно марки или не марки, то есть я видела разных людей, которые могут нарушать правила, и на высоких скоростях там есть вещи, которые мы не можем избежать, контролировать, к сожалению, тоже невозможно. Темперамент влияет. У нас, есть люди, которые быстро реагируют, есть те, которые медленно реагируют. Влияет характер, влияет настроение. У человека могло что-то случиться. То есть факторов микро, психологических очень много. Все, за что вы можете отвечать, это вы сами. Вот вы как сели за руль? Трезвый или нет, например? Вы в каком состоянии? Вы как вообще, навык вождения у вас какой? Можете ли вы, например, отвечать за то, что вы действительно, даже получив права, вот есть люди, которые, я знаю, еще год потом сами учатся, нанимают инструкторов. Но это высокая и так степень далее. гражданской ответственности в этой ситуации. И это к вопросу о культуре вождения, вообще воспитании. С детства важно понимать, да, что ты ответственный за свою жизнь, за жизнь других людей там, и так далее. Это касается любой сферы. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, а потом продолжим. Так, продолжаем. Еще одна интересная история. Специалисты австралийской комиссии дорожно-транспортных происшествий разработали макет человека, способного выжить в современных ДТП. Манекен получил имя Грэм. Сейчас мы его увидим. То есть здесь вокруг головного мозга больше спинномозговой жидкости. Это уменьшает риск получения серьезной травмы. Собственные подушки безопасности появились между ребер. Плюс ко всему у манекена нет шеи, коленные суставы выгибаются в обе стороны. Толстая кожа. Ну, в общем, к счастью, что мы так не выглядим. Да? Марина Миндиновна, в каких автоаварий медики в этой ситуации опасаются больше всего? Как изменился характер травм? И насколько современная медицина сегодня увеличила шансы на выживание все-таки после современных ДТП? Характер травм действительно стал тяжелее. И действительно на этом манекене показаны действительно самые критичные болевые точки. Это шея, головной мозг и ребра. И это как раз те места, которые, к сожалению, чаще всего подвергаются травмам. То есть это черепно-мозговые травмы, открытые, в том числе тяжелейшие, переломы позвоночника и очень часто переломы ребер и грудины. Все это с последствиями потом. Тот же самый Это все с последствиями, конечно. И если вовремя экстренную помощь не оказать, конечно, человек имеет шанс погибнуть. Поэтому современная медицина прикладывает все усилия для того, чтобы избежать таких последствий. То есть это и быстрое прибытие бригад скорой помощи, это и быстрая доставка в медицинское учреждение достаточно высокого уровня, где могут оказать весь объем медицинской помощи при такой тяжелой политравме. То есть это комплекс мероприятий, в том числе и организационных. То есть это развитие травмоцентров от 1 до 3 уровня по всей республике. То есть все продумано для того, чтобы минимизировать последствия дорожно-транспортных происшествий. Это после тех 73%, которые погибли на месте ДТП, и остальные 27%, за которые фактически вы и боретесь. Тут просто в перерыве интересный вопрос. Сейчас коллега Юрьевич тут адресовался. А были ли у него ученики, которым он просто реально хотел отказать в обучении? И имеет ли сегодня на это автошколы право? Давайте этот вопрос обсудим. И как это законодательно можно было бы закрепить. И тут еще Айрат Равильевич сказал, что у них черный список есть. Сейчас это тоже хочется потом поинтересоваться. Олег Юрьевич, были такие ученики? И нужны ли вам эти права на то, чтобы отказать в обучении и получении в последующем прав человека? Тут должна быть еще смелость человеку в глаза сказать, что, слушай, дружище, тебе лучше за руль не садиться. Нет, это как человек человеку вы. Да. А имеете ли вы юридические права на то, чтобы отказать? Юридических, наверное, нет. Но были люди, которые реально... было просто страшно, что они сядут когда-нибудь за руль. То есть у них были явно какие-то отклонения. Они могли выехать на встречную полосу запросто или начать ездить поперек движения.
Такое бывает. Бывают люди, которые, ну, так скажем, летящие, они отключаются в процессе вождения. Он едет, он на чем-то задумался и проскочил там на красный, забыл остановиться на знак стоп и тому подобное. То есть встречаются. Это девочка в картинке у них. Нет, кстати, вот оба варианта это мальчики были. Оба варианта были мальчики. У девочек немножко занижена самооценка, но чаще всего бывает, приходит, ой, я, говорит, не смогу, мне не дано, когда начинаешь с ней работать, ну, это просто чудо, все впитывает идеально. Очень быстро учится и прогресс явный. Хорошо, спасибо, Елена Петровна. Ну, я полностью поддерживаю, но, к сожалению, по закону об образовании на сегодняшний день невозможно отказать в обучении. Вот. Вариант уже дальше, после окончания обучения, причем, если значит, медицинские организации выдадут справки, подтверждающие, что ему разрешен допуск к управлению транспортными средствами, то по большому счету и в ГИБДД нет оснований отказать в приеме экзаменов. Либо, наверное, уже если в процессе приема экзаменов будет понятно, что человек неадекватен, да, но они, да, там уже либо он не сдаст и будет долго сдавать, либо уже обратиться еще раз в медицинские организации, чтобы те подтвердили, что действительно. А не сдать с 20-го раза, это еще не является показателем, что ты не способен к обучению? Ты, у нас, к сожалению, как в школе нет. Ты не способен после 9 класса идти в 11-й. То есть у тебя вот потолок у нас, развития к сожалению, нет. То есть в Российской Федерации на сегодняшний день экзамены могут сдавать до бесконечности. Сколько максимальное количество раз давали? Вот те, кто преподает. Ну? В смысле? Сдача? Нет, сдача экзаменов в ГИБДД, наверное, лучше спросить, есть по сколько ходят. Ну, на моем И 20, наверное, был случай, когда с 25-го раза человек сдал. То есть, но все равно сдал, ну, да? Но, может быть, научился, это срок обучения дольше, наверное, да? Вот да, если это прибавляет срок обучения. Времени обучения. То есть, может, человеку просто нужно, да, вот скорость, да, разная у людей, усвоение. Постигание и познавание информации. Да. Юрий Валентинович, что, на ваш взгляд, нужно сделать, как скорректировать процесс обучения, о котором мы уже сегодня с вами, да, начинали говорить, для того, чтобы подготовить, понятно, это и культура вождения, это и навыки вождения, и что, возможно, законодательно необходимо внедрить для того, чтобы не обучать всех и не выдавать права каждому, кто пожелал, а тому, кто соответствует и имеет определенную гражданскую позицию. Все-таки самое важное, я считаю, надо увеличить количество часов вождения обязательно, то есть увеличить время обучения. Это важно, потому что все-таки получить навыки, которые необходимы сегодня, вождение автомобиля, я имею в виду, за 56 часов невозможно. Да, есть единицы, которые, как в любом виде спорта, везде, где угодно, которые способны быстро это схватывать, и у них получается. Но основная масса, не хватает этих часов вождения, это первое. Второе, вот насчет того, что Елена Петровна правильно сказала, в школу приходят уже ученики обучаться, и в школе с них требуют справки. Справка психиатра, справка психолога. Но здесь я вот все-таки такая вот, как бы, предложение такое. Если школа, допустим, у нас тоже был случай, когда ученик вел себя неадекватно. Но у него была справка. Но мы, тем не менее, отказали ему. Вы идите, ищите другую школу. Но если бы были у школы права, еще раз, дополнительно, чтобы он прошел психиатра и психолога, то есть, если мы видим, что человек неадекватный, преподаватель видит, что человек неадекватный, инструктор видит, что он человек неадекватный, чтобы школа имела возможность еще раз потребовать у него пройти не там, где он проходил, а в другом месте пройти. Законодательно закреплять, да? Правильно понимаю? Вот если вот это как бы еще законодательно вот это добавить, вот этот момент, тогда бы было легче отслеживать. Конечно, таких случаев единицы. Это не массовый случай, это единицы. Они есть. Но эта единица может попасть на дорогу общего пользования и устроить проблему и себе, и окружающим. И себе, и участникам дорожного движения, и с большим количеством погибших. Мы такие вещи тоже видим. Рад Равильевич, вот на ваш взгляд, вот, насколько имеют все шансы вот, инициативы, да, те, кто обучает, насколько это реально воплотить, и насколько вообще поддерживаете эту идею? Безусловно, эта мысль имеет право на жизнь. Но еще раз повторюсь, что проблема аварийности, да, и проблема культуры на дороге, это вопрос требует комплексной проработки прежде всего, да. Никогда не решится это вопрос только силами госавтоинспекции, да. Безусловно, мы во главе угла в этой проблеме, да.
Но решение этой проблемы, безусловно, предусматривает, значит, участие различных ведомств, министерств и так далее. Да. Тому подтверждение то, что, значит, мы вот тесно взаимодействуем с Министерством здравоохранения, да, когда, значит, исключаем и аннулируем водительские удостоверения граждан, которые были, значит, освидетельствованы состоянием наркотического опьянения. То есть это пожизненное решение? Да, это эпилепсики, это люди, которые перенесли инфаркт и так далее. То есть мы получаем с Минздрава списки граждан, которым не рекомендовано управление транспортным средством. Но это опять не рекомендовано. Да, не рекомендовано. То есть самый основной вал, безусловно, значит, аннулирования водительских удостоверений – это водители, которые были освидетельствованы в состоянии наркотического опьянения. То есть для нас это вопрос окончательно решенный. Мы аннулируем такие водительские удостоверения, в дальнейшем запрещаем управление данным транспортным средством. Сколько таких, условно, ну, назовем черный список или группа риска? Ну, каждый месяц мы получаем порядка 100 фамилий для того, чтобы аннулировать водительское удостоверение. То есть эта работа, она планомерная и подразумевает ежемесячную работу. Да? Когда мы там не раз в год обнуляем водительское удостоверение, а получаем регулярно подобные списки. Но при этом, по идее, ежемесячно 100 человек, 100 человек, да, они выезжают на дорогу. 100 человек, которые создают ту самую угрозу жизни и здоровью всех остальных участников дорожного движения. Все-таки определенное ужесточение по выдаче прав, мне кажется, сегодня мы все к этому приходим, по выдаче прав, по обучению дополнительно все-таки необходимо. Сейчас в завершении программы подводим итог интерактивного голосования, его обсудим. В общем-то, телезрители согласились на интернет-аудитории увеличить штрафы всего лишь 8%, 70% уже говорят, нужно ремонтировать дороги, и 22% предложили не выдавать права до достижения человеком возраста в 21 год. В общем-то, вот все-таки запрос людей примерно понятен. Почему по штрафам тоже понятно, да? То есть, ну, кто себя сам кнутом, какая же унтер-офицерская вдова. Осталось немного времени, сейчас попрошу все-таки коротко подвести итог. Главной составляющей безопасности на дорогах. Что нам сегодня еще нужно сделать и в чем наша главная проблема? Давайте с вас начнем. Ну, я считаю, что каждый человек, который садится за руль, должен уметь оказывать первую помощь. Это я говорю с точки зрения медика. То есть он должен быть и психологически готов, и практически готов к этому. Как я понимаю, психологически тоже есть проблема, что люди не останавливаются, не оказывают помощь. Первый и единственный момент, который останавливает человека, это паника. Второй момент, он боится навредить. И вот чтобы вот этого страха не было, нужно человека обучать регулярно, для того, чтобы это все было преодолено. Спасибо, Олег Юрьевич, на ваш взгляд. Ну, я тоже буду на свою мельницу тогда. Да, на свою. Но я считаю, что все-таки любой человек должен повышать свою квалификацию, потому что все меняется дорожное движение, меняется техника, все меняется. То есть в 50 и в 60 нужно идти и переполучать права. Нет, зачем? Обучаться, просто обучаться. Повышать квалификацию. Те же самые врачи каждые 3 года, да, должны повышать свою квалификацию. Там, психологи, наверное, тоже, да? А водитель почему-то считается 40 лет назад, как-то он обучился и продолжает ездить вот на тех навыках, которые он получил 40 лет назад. Но это же неправильно. Наверное, тоже каждые 3 года. 40 лет ездит, считаешь, что он каждый день учится? Он не учится. Я обычно, вот когда мне говорят, что я прошел самую лучшую школу жизни, я говорю, жизнь не учит, жизнь наказывает. Наказывает за нежелание учиться. Человек, настоящий профессионал, я всегда говорю, настоящий профессионал учится всю жизнь. Хорошо, спасибо. То есть нужна постоянное повышение квалификации водителей. И причем это должна быть реальная работа, а не формальная. Я очень часто сталкиваюсь с формальным подходом. На законодательном уровне, то есть, чтобы это хоть как-то заработало, да, а не просто рекомендательный характер. Ну вот на законодательном уровне приходят, заказывают обучение, в результате либо не дают автомобили для того, чтобы их же водители обучили. Вроде бы и деньги заплатили, а отношение какое-то такое безалаберное. Или ищут где подешевле. Понятно, хорошо. Очень коротко, пожалуйста, Елена Петровна, по завершению. В завершение, мы сегодня, конечно, не затронули еще такую сферу, что у нас сейчас очень много автошкол, и получить лицензию и начать бизнес подготовки водителей достаточно легко. Лишить лицензии достаточно сложно. И у нас есть школы, которые, да, действительно стремятся оказывать услугу на высоком уровне, а есть школы, где просто бизнес.
Да? Просто То есть, в бизнес. общем-то, Вот. Здесь нужен подход как к образовательным Здесь, учреждениям. да, здесь на сегодняшний день, я считаю, нужно вводить, может быть, какую-то государственную аккредитацию, разрабатывать единые критерии оценки качества, и чтобы можно было лишать лицензии недобросовестных участников. Но я хочу еще в поддержку Олега Юрьевича сказать, то, что да, действительно, и в первую очередь молодым водителям, которые только начинают ездить через какое-то время, я бы рекомендовала проходить, есть специальные курсы, ну, в разных, у нас несколько организаций, которые готовят типа защитного стиля вождения. Как раз вот психолог говорил, когда водитель создает вокруг себя безопасное пространство. Хорошо, спасибо. Меньше 2 минут, поэтому очень коротко, пожалуйста, Юрий Валентинович. Я считаю, самое главное все-таки не увеличение штрафов, не ужесточение, а это профилактика. Профилактика. Работа в школах, работа в рабочих коллективах. Раньше это очень много было. Сейчас у нас, кстати, в республике это налажено. С обществом автомобилистов работаем, мы плотно ГАИ работает, созданы ряд предприятий. Профилактики мало не бывает, ее нужно увеличивать. Да. Хорошо, Валерий Александрович. Учиться с детства ответственности за себя и за окружающих. Вот как бы психологический такой совет. Хорошо, спасибо. Айрат Равильевич. Ну, в заключение я хотел бы обратиться к автомобильному сообществу, к участникам дорожного движения. И хотел бы призвать всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также быть взаимовежливыми на дорогах и не оставаться равнодушными, когда они видят грубое нарушение ПДД. Спасибо всем экспертам. Безопасных нам всем дорог. Итак, еще раз 3 ноября, Всемирный день памяти жертв ДТП. Я думаю, у многих в нашей жизни и в нашей истории есть те, кто погиб на дорогах, причем не всегда по своей вине. Пусть этого не будет. Всего доброго. До свидания.